слышали, что есть такой человек? Это человек как с неиссякаемой энергией. Гордость Башкирии для нас, герой социалистического труда. Ну, он образец для всех поколений, наверное. Честный, добросовестный, умный. Кругленький, веселый. Идеальный человек, идеальный дипломат. Отличался природным качеством коллективистского мышления. Сидим, разговариваем. Сколько куда? Горючего идет, какого. Вот. Но я военный человек, танки заправляются бензином, керосином, автомобили тоже, вот, ракеты тоже и так далее, и так далее. Я говорю, так откуда все это берется? Ну вот как ты столько заводами руководил, ты знаешь, как это сделать, покажи мне. Он говорит, давай поедем. И мы с ним поехали в Уфу, в Черниковск, и по этим заводам пешком по периметру, значит, походили целый день. Так, посмотрели, где крекинги стоят, где эти самые катализаторы, значит, стоят, как это все делается, как это производство. Но меня это производство, естественно, не удивило особо, потому что я понимал, что такое технологии. Меня удивило отношение к нему людей. Вот мы сколько были там, сколько ходили, как бы, где бы мы ни находились, к какому бы участку этого завода не подходили, значит, идет человек, говорит, Талгат Закир, здравствуйте, Талгат Закир, здравствуйте. И каждый с ним здоровался, и каждый с ним, значит, останавливались, говорили, и о нем, значит, ну, самые добрые слова ему высказывали. Это при мне все было. Для меня прежде всего были люди. Образованные, культурные, квалифицированные и здоровые. Нам песня строить и жить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. В школе во время войны давали 100 грамм хлеба, кто пришел на занятия в школу, и 20 грамм сахара. Я был руководителем или старостой класса, так я получал за подписью классного руководителя хлеб, сахар. Кто пришел на учебу, ребята, им раздавал, а остальные отдавал учителям. Любимые предметы у меня вот физика, значит, химия, литература, ну и это самое. Там же нам язык, немецкий язык, так у меня все отметки хорошо и отлично, а немецкий язык тройка. Но я уже в техникуме, я уже английский изучал, немецкий нет. Ну, в общем, тогда старались так. Почему? Во-первых, была стипендия. Стипендия 185 рублей по тем временам. И вот когда я принес эти 185 рублей маме отдал, она заплакала от радости. Вот, и это еще была карточная система, поэтому на хлеб, на продукты, там это самое, все это давали. И даже на одежду. И вот второй раз я принес ей ордер на материал, на отрез на платье, она еще раз заплакала. Мы все деревенские ребята в Башкирии, окончили 7 классов, нищета, голодьба, и техникумы для нас были спасением. Мы окончили, я нефтяной техникум, он нефтяной техникум. И институты уже, академии, институты и академии уже потом. Ходил с 47-го года по 51-й год, пока не защитил диплом, ходил, и меня обучали вот к работе. На производстве? На производстве я ходил, положим, с бригадой по ремонту насосов и компрессоров, с ними ходил. Потом, значит, я проработал на всех
металлургических станках, начиная от сверлильного, кончая карусельными там и так далее. В 1951 году, в июне месяце, я пришел на Уфимский нефтеперерабатывающий завод, который был построен на американском оборудовании, который был закуплен в 1935 году, и вот его пустили в 1938 году. И я на этом оборудовании обкатку прошел по полной, так сказать, программе. По тем временам этот завод был крупнейший в Европе. Со всей страны, значит, стянули ученых, техников, механиков, там всех профессий. Значит, из Грозного, из Баку, значит, работали на заводе. Были моменты тогда, когда большие, так сказать, пожары и так далее. Я все это пережил. Я уже в то время не боялся ни огня, ничего. Я уже в 1953 году был награжден почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Это награда большая, да. И в том же 1953 году нарком нефтяной промышленности объявил мне благодарность и премировал 600 рублей. Тогда это были большие деньги. Я купил себе велосипед и часы Победы. Не просто я захотел, а меня просто перебросили решением главка по кадрам. И я появился в 1956 году старшим механиком цеха на Уфимском заводе. Мы уходили домой, совершая работы, еле ноги носили нас. И он выделялся, собственно, добросовестностью, честностью, порядочностью, уважительным отношением к окружающим. Талгат Закирович отличался, если так можно выразиться, высоким духом понимания, вот что он должен делать. И вообще он человек сам по себе очень такой энергичный, очень внимательный к вопросам и, естественно, был требовательным в работе. Будучи директором, я в летние дни, летнее время, принимал в неделю по 4 делегации. У меня побывало за мою работу директором на Уфимском заводе со 120 стран мира побывали у меня делегации. Я ездил прямо в институт нефтяной, выпускников подбирал ребят, человек 10 сам, и вот их расставлял по цехам. И предупреждал начальников цехов, чтобы они занимались воспитанием этих людей. С другой стороны, я, значит, начальников цехов обязывал. Вот ушел старший оператор в отпуск, пусть заменяет оператор, который пришел с института. И так он ушел, старший оператор, потом, вернее, начальник установки, он заменяет начальника установки. Эти ребята впоследствии становились на заводах Союза, значит, главными инженерами, главными механиками, главными инженерами и директорами. С завода тогда ушло 5200 человек по Союзу. Не было ни одного предприятия, где бы не работали ноуфимцы. Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
поддерживал все научные разработки институтов и в Москве, и в Башкирии. И создали для того, чтобы привлечь и рабочих, и инженерно-технических работников к этим делам, создали опытный исследовательский центр. На этой базе мы создали общественный научно-исследовательский институт, привлекли в этот совет ученых, академиков даже, кандидатов, докторов. Потом по этому примеру пошли все. Начальники цехов, они вот там работают долго. Им уже приедается и коллектив, и процессы. Так я делал рокировки. Менял, одного беру, там положим, с маслоблока в топливный блок, с топливного блока на маслоблок там положим. Таким образом я заставлял работать и начальников цехов. Однажды я смотрю, за месяц там прогуляло, там по пьянке или почему, человек 15, так. Смотрю, значит, а болеют 100 с лишним человек. Я когда посмотрел, пришел к выводу, надо заниматься людьми. Определили так, главврач, он отвечает там за медицинскую часть, что там, по каким болезням столько болеют. А главный инженер – влияние техники, технологии на здоровье людей. И в цехах то же самое. Значит, старшие инженеры отвечали за эти дела. И цеховые врачи. Мы участвовали в строительстве санатория. Построил я там, положим, на 100 мест. Половина уходит там участникам войны, учителям и так далее. Половина остается у завода. У меня была организована работа медиков института медицинского. То есть вот таким образом привлек я всю медицину. Переработка была у меня на заводе на Новоуфимском 50 тысяч тонн в сутки. И вот все это надо было отгружать. И я занимался, конечно, ночью. Звонит диспетчер, вот так и так, там переполнено все. Значит, установки надо останавливать, некуда идти готовой продукции. Я звоню ночью там этому начальнику дороги, железной дороги, так, начальнику объединения, всех поднимаю, и, значит, чтобы завод уже работал. В то время я уже брал ссуда Госбанка, беспроцентный. И это вот суду я направлял на те мероприятия, которые дают отдачу немедленно. Возвращали мы эти суды банка через 3-4 месяца, полгода. Завод окупал себя каждые 2,5 года. Это огромная прибыль, которую получал. Мы с ней познакомились еще на Уфимском заводе. Она закончила техническое училище, значит, она работала лаборантом там же, в этом же цехе, где я начинал, вот, комсомольской организации. Там мы с ней познакомились. Мы были молодые, нам было весело, встречались, на танцы вместе ходили. Потанцевали, а домой-то там пешком надо идти. Вот. Я ее, значит, на велосипеде. Вечера вместе были. Ну, в общем, постоянно. Вот мы так сначала дружили так, а потом уже вот перешла в любовь. Года 2 мы так встречали, испытывали друг друга, будем говорить так. Пришли мы к маме. Он сказал, что я ее люблю, хотим жениться. Мы вот в 1958 году поженились.
светят глаза твои, как заря во мгле. Верю, что есть любовь на земле. Мы были, значит, в отдельной квартире, значит, вот, а роддом был прямо напротив. Своем эти дни сохрани. Первый ребенок Ренат в 59 году, второй у нас Дамир ребенок, значит, в 62 году. Меня зовут, песни твои, будут грозы, прошумят ветра. У меня мама жива была, и она полностью занималась ребятами. И вот с Ренатом, и с Дамиром, значит, и она свою лепту выносила в воспитание. На земле всегда любовь права. Он очень рано уходил и очень поздно приходил. Даже вон дети спрашивали, а папа сегодня приходил? Следили, как мы проходили этот путь, так, и, конечно, у них все это засело. Было 5 кандидатур, в том числе замминистра, который был директором Новоуфимского завода. Я его заменил. Его предлагали тоже. Но выбрали меня. Нас не спрашивали. Перевели его, и все. Он уехал, я до сих пор помню, 13 июня с одним портфелем. Портфель у него, по-моему, было. То есть сменное белье, ну и это документы, и все. Надо было единую систему, регулируемую по всем направлениям, и поэтому я пришел к выводу, что нужно вот это вот создать, значит, вот комитет. И вот это вот название, это мое личное название. Я-то думал на базе, созданного при России, распространить на все союзные республики и соединить в один этот самый орган Государственный комитет СССР по обеспечению нефтепродуктами. За каких-то 4,5 года, я считаю за пятилетку, мы сделали около 10 тысяч километров по стране. В то время как за всю советскую власть схема трубопроводов насчитывала всего 13 тысяч. Вы представляете, вот за это короткое время. Там развитие, значит, АЗС, значит, продуктопровода. Все это было сделано в Башкирии, и многие вещи были распространены по всему Советскому Союзу. По его идее строился продуктопровод Уфа, Языково, Самара, Десна, это же Беларусь. И вот я был, весь этот трубопровод руководил этой стройки. Естественно, он как заказчик, я подрядчик. Мы вот такое доброе дело для России сделали. Я следил каждый день этим делом и знал, сколько где и чего нужно. Нужно было иметь запасы на крайний север, значит, это самое, сельское хозяйство. Начиналось в Средней Азии, Узбекистан, Таджикистан, поднимался там Казахстан и выше. Тут тоже начинал Краснодар, Ставрополь, значит, Воронеж, там, Курск. Все это дело, значит, мы обеспечивали. Все время ищущий человек, все время хотел посмотреть, что можно сделать рационально так, чтобы и люди, и народ, и промышленность, и экономика, и Башкирии, и страны получила как можно более эффективное
такое вот решение вопроса по экономике. Ренат, он и Дамир, они все время, так сказать, они видели, как я работаю и как. И, конечно, вот они закончили, положим, я их мог устроить там на начальствующих, но я этого не делал. Я всегда беру с него пример, несмотря на мои седые волосы, его жизнелюбие, отношение к семье – это образец вот для подражания. Он всегда являлся не только для меня, и для моих коллег, наставником, воспитателем, наставником и как старший, можно сказать, брат. Человеком надо заниматься с утробы матери. Любые свойства положительные можно, любые, какие вы только придумаете, можно применить к этому человеку, и все это в превосходной форме. Честный, добросовестный, умный человек. Его нельзя разделить, Талгат Закирович, на какие-то качества. Он коллективистский по своей природе, его мать родила таким. Я за интернационализм. Ну вот посмотрите на него, какой он человек. Да? Невозможно не улыбнуться, увидев его. А это дает все-таки нам какую-то частичку продолжения жизни, движения. Я никогда не слышал от него, чтобы он о ком-то плохо сказал. Это огромное качество. Несмотря на то, что у него жизнь была сложнейшая, и взаимоотношения с людьми были сложнейшие. Но он о всех только по-теплому говорит, понимаете? И никогда плохого я не слышал, например. А это мне импонирует, это школа большая. Конечно, Талгат Закирович, огромная благодарность. Огромное спасибо ему не только вот от меня лично, да, а от того коллектива, в котором он сегодня находится вместе с нами, находит силы. Представляете, он каждый день в 8 утра на работе. Он пришел, посмотрел, подсказал, обязательно ко мне зашел, раскрыл то, что он вчера понял, поделился. Обязательно. Огромная благодарность, Талгат Закирович, вам за то, что вы такой, как вот вы есть сегодня. Спасибо. Спасибо вам большое за вашу работу. Рустам Закирович, мне весьма приятно получить награду из ваших рук, и тем более награда республиканская, и она вдвойне приятна. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устал. Я, отличник здравоохранения СССР. Поэтому я занимаюсь до сих пор. Если бы я собой не занимался, то я бы сегодня здесь не сидел. Потому что независимо от того, много врачей, много но сам себе я выработал свой ритм жизни. Когда я лежал, профессор говорит: слушай, можно мне в баню? А запретили баню там и все остальное. И не заниматься. Но я все равно делал свое дело. И задаю, говорю: ну можно мне в баню? Ну, говорит, можно. Я говорю: можно после бани чарочку? Можно. Ну, говорю, мне больше ничего не надо. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы просмотрели этот фильм.